Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, дорогие соотечественники. Сегодняшнее выступление будет посвящено другому выступлению. На канале Какомурада Хадырова было выставлено видео, где происходила, не дискуссия, пожалуй, какой-то диалог трех человек. Это Равшан Клычев, Максат Сапармурадов и Ахмед Рахманов. Скажу сразу в начале несколько лестных слов о том, что, впервые, может быть, я увидел, что люди начали диалог вести и слушать друг друга. Правда, есть еще шероховатости в виде того, что отдельные люди перебивали и говорящего человека, и это было немножко тяжело воспринимать, уловить смысл того, что говорит один и что хочет сказать второй, перебивая его. Поэтому я могу сказать, что я человек такой не глупый, да, но я это видео осилил только с 4-го раза. То есть я сумел досмотреть, потому что вот эти постоянные ремарки, постоянно один хочет вставить что-то другое, это очень тяжело для восприятия обычного среднестатистического человека, да. Но я хочу, так сказать, по пунктам разобрать о том, о чем там говорилось. Может, что-то я упущу, да, то, что я буду говорить, основное, что мне запомнилось, да, и, по меньшей мере, вызвали вопросы и недоумения. Когда Максат Сапармурадов задал вопрос Рахманову, почему он ушел из ДВТ, Рахманов уклончиво ответил, что его перестал устраивать, его не устраивал авторитаризм Мурада Курбанова. И то, что там Аквель Сапар чувствовал как у себя дома. Я задал вопрос это в комментариях Рахманову, и что меня удивило, обычно Рахманов с яростью, с рвением всегда отвечал на мои комментарии, а тут тишина. И я больше чем уверен, что он просматривал эти комментарии, а тут просто никаких ответов. Я сейчас озвучиваю снова этот вопрос Рахманову. А что, Рахманов, вы не знали о том, что не видели его авторитаризма? Что тот момент, когда он показал всем, кто там хозяин, вы об этом не знали? Вы же были админом? Или что? Тогда это вас не касалось и вас все устраивало. Я высказал 3 причины, по которой вы там остались. Потому что действительно самые честные, порядочные, искренние админы, которые действительно с душой к этому относились, они покинули после того случая. 3 причины. Первая, либо вы политически и житейском плане близорукий человек. Второе, вас это не касалось, вас все устраивало, и, как говорится, моя хата с краю, ничего не знаю. И 3-й вариант. Вы все понимали, вы все знали, но вас это устраивало, вам было выгодно, чтобы мы ушли. Чтобы, так сказать, остаться в числе главного друга, в числе самого преданного. Вот эти предатели, они не выдержали, они ушли. У нас же любят ярлыки вешать. Предатель там, то все. Вот они тебя бросили, а я с тобой до конца. Вот эти 3 варианта. Далее, вы
коснулись темы правозащитников, о том, что правозащитники сделали большое дело в деле вызволения Нурсултана. Рахманов, вы где были, когда Нурсултан сидела? Вы были один из сторонних свидетелей. Вы что знали про это? Я вам скажу, участие правозащитников там было весьма поскольку не правозащитники деньги собирали на адвоката. И я говорю как есть, да? Деньги на адвоката в Турции собирали, отдал Мурат Курбанов, Какамурат Хадыров, Марьям, я. А вы где были? И ваши правозащитники? Там была работа адвоката, а дело правозащитников чистое информирование. Вы где были? Что вы тут утверждаете, что это правозащитники сделали? Я говорю, они, конечно, что-то сделали, но львиная доля в вызволении Нурсултана – это все-таки работа адвоката. Понимаете, но не правозащитника. Почему я говорю это? Потому что за все время существования правозащитников они реально никого не вытащили. Ну, конечно, кто-то заплатил за адвоката, сейчас все лавры можно присвоить на себя. Вот этот я один случай знаю. Кого вы еще знаете? И если я вру, если я не прав, ну, в этом же выступлении и было озвучено Равшан Клычес, то есть, как говорится, ему правозащитники не помогли. Более того, там было озвучено того, что, как говорится, тот, кто им не нравится, они его не освобождают. А вот кто нравится, того, как бы, они за него впрягаются. А я могу одно сказать, что Курбанов очень сильно суетился вокруг Таджигуль Бегмедовой и вокруг ее мужа. И, как говорится, там у него были личные васваси. Надо называть вещи свои. Если мы хотим чего-то добиваться, мы должны говорить правду. И даже был случай, когда у мужа Таджигуль Бегмедовой умер брат, и он там что-то пытался собрать деньги, чтобы как бы подгон, опять же, с нас, админов. Ну, потом просто надо сказать честно, что муж Таджигуль Бегмедовой сказал, не надо, короче, тут неправильно, чтобы не было никаких разговоров. А так он и на это готов был делать, да? То есть правозащитная работа по части Туркменистана все держится на личных связях. То есть люди, которые им симпатичны, они за них впрягаются, а которые не симпатичны, не впрягаются. И подтверждение этих слов говорит на этом же выступлении Равшан Клычев и Максат Сапармурадов, и подтверждение моих утверждений говорит о том, что Какамурат Хадыров ранее говорил о том, что, как говорится, когда его брата там начали допекать, правозащитники молчали, потому что Какамурат Хадыров говорил правду. Это главная проблема народа Туркменистана. Мы все не любим слышать правду, и если нам говорят правду, мы его начинаем воспринимать как личного врага. Вы тоже, Рахманов, такой же. Вы любую критику воспринимаете через личное, как личную вражду. Понимаете? Это главная наша проблема. И начинаем потом всеми фибрами души ненавидеть человека. Неважно, прав он, не прав, мы начинаем ненавидеть человека, который говорит нам правду. И это прослеживается везде. Абсолютно. Ну, просто на любом случае. Далее хочу остановиться о том, что, как говорится, опять же, короче, что у
Бердымухамедова-младшего есть шанс, сейчас он ничем не замазан, да плевать ему на вас, на нас, понимаете, плевать ему на вас. Это вы говорите очевидные вещи, известные всем. Там главный остается Бердымухамедов, старший. А он просто так вот, как сказать, как ширма. Занавеску поменяли, да, для обновления интерьера. Да, конечно, он когда-нибудь приступит к власти, когда Бердымухамедов станет вообще немощен. Но пока всю политику делает Бердымухамедов. Всю политику делает Бердымухамедов. По существу там все говорили правильные вещи. Я не могу сказать ничего против, там, вопреки, да. Но меня, честно говоря, повеселило сообщение, когда Сапармурадов сказал, говорит, что мы должны отговорить эту Зарину Ахтяму от ее поездки там, в Туркменистан, потому что я не смогу себя потом простить, и ее дети могут сказать, почему вы не отговорили ее маму. Послушайте, во всем мире существует определенное фактическое положение вещей. У тебя есть своя голова, и только ты отвечаешь за свои поступки. Зачем на себя взваливать ту ответственность, которую вы просто не должны нести? Если у человека он захотел, она втемяшила себя, что вы можете сделать? Говори, не говори, толку никакого не будет. Это очередная расфасовка Нурсултан Тагановой. Понимаете? Если это тот тип людей, которые себе в голову втемяшило, да, они это сделают, а потом будут орать, спасите, помогите, и обязательно найдутся из ее круга людей, которые будут кричать, вот, что вы сидите, молчите, да, то же самое, что думаете, Нурсултан Таганову не говорили? Говорили. Ей сюда влетела, отсюда вылетела, она пошла, и сделала, она послушала, она как бы в ДВТ, но она пошла, послушала каких-то других людей, как мне довели по секрету всему свету и довели, она послушала Дуиджи. Вот, пожалуйста, вот такие активисты в этом ДВТ. Понимаете? Я уже тогда это знаю, я где-то через полгода начал потихонечку такого. Далее вы в одном из комментариев, там уже у вас так отмечено, это я говорю Рахманову, вы сказали, что я не буду критиковать никаких оппозиционеров, потому что я буду, и в том числе Курбанова, буду поддерживать. Я задаю здесь вопрос в своем выступлении. А вы что? То есть человек, вы будете поддерживать человека, который как бы против диктаторского режима, но в своих действиях он просто откровенно лгал. Вы будете поддерживать лжеца? Вас еще не было, да, и действительно, когда я пришел в ДВТ, и, кстати говоря, я дважды выходил из ДВТ. Первый раз, когда я через неделю оставил несколько комментариев, я увидел, что вот этот базарный, чат, где все люди ни черта не слушают, несут какую-то ахинею, да, я вышел, потому что я не увидел там, несколько было человек, конечно, со здравыми рассуждениями, но остальная вся была, просто люди с пургой, несло их, конкретно, дорвались, называется. Я вышел оттуда, и Мурат Курбанов мне перезвонил через телеграм и попросил вернуться. Сказал, что нам нужны люди здравомыслящие, это вот сейчас вот такое время, сейчас люди там, их прорвало, да, я вернулся. А второй раз я вышел из ДВТ. Вот я же говорю, я никогда ничего не утаиваю, я говорю как есть, я не люблю вот этот мыш-мыш интриги, да.
И второй раз я вышел тогда, когда один из админов мне сказал, что из-за меня очень много людей ушло из этого чата. Ну, я не обиделся, я так просто человек на опережение думающий, я сказал так, наверняка это существует такое мнение, но как бы на дело с уважением не хотят меня обидеть. И вот Марьям чисто как по-женски сказала, короче, мол, высказала мне, что от лица нескольких человек это мнение, да, ну, я просто взял, вышел и вышел из ДВТ, то есть вышел из всех групп, я перестал быть админом, да, и все. И где-то месяц я туда даже не захаживал. Вот. Потом у меня были общения с Какомрадом Хадыровым, вот так. И через какое-то время, месяца через 3, даже 4, со мной до этого общался Хадыров, а потом начал общаться Лика. Меня позвали обратно. После этого я, конечно, начал заглядывать в чат, и я увидел, что никаких изменений нету, да, то есть меня не стало, а количество людей не прибыло. То есть, что есть Саидов Надир, что нету, толку нету. Чат как был в том состоянии, таким и остался. Вот. Но когда я пришел, я увидел разительные изменения. Я увидел уже на лицо, действительно, вы правильно сказали, авторитаризм. И я правильно говорю вам, что вы что были, я пришел, да, и меня долго не было, да, я не был в группах админа. Меня снова завели в группу админа, и я увидел, что от того Курбанова ничего практически не осталось, только голос. Я увидел явные его авторитарные замашки. Вот. Далее, там очень Сапармурадов поднял хороший вопрос. А каким образом выбирается лидер ДВТ? Вы знаете, я настолько всей душой искренне отдался в это, да, что я даже не задумывался о том, какая оргструктура, какой принцип демократического централизма. И честно, я скажу честно, для меня это было откровение. Оказывается-то, лидера ДВТ никак не переизбрать. То есть уже в этом самом движении закладывается диктатура, понимаете, да? Это движение создано под одного человека и без вариантов. То есть мы ушли раньше, увидя его авторитарность, а авторитарность, она заложена в самом изначальности. Понимаете, там заложено, что его никак не переизберешь. Спрашивается, как он может быть демократом. Далее там такой вопрос коснулся, мол, что эти люди многие из них живут в демократической стране, как бы они должны иметь понятие о демократии, да. Я вам скажу, то, что вы живете в демократической стране, еще не значит, что вы внутри демократ. Чтобы вам было правильно понять, у каждого из вас есть телефон, смартфон. Вы все умеете пользоваться, все можете использовать функции, но как это работает внутри, как это все устроено, вы не знаете. Вы просто простой пользователь. Вот и они живут в демократических странах, они пользуются демократическими благами, но как это работает внутри, муниципалитеты или какие-то мэрии, они без понятия. Они простые потребители. Потому что они не работали в этих демократических институтах, поэтому они понятия не имеют, что такое демократия. В данном случае они простые потребители тех социальных, экономических благ, которые предоставляет демократическое общество. Сами же они, ментальностью и головой, они понятия не имеют, что такое демократия. Поэтому все строят по своему образу и подобию. Хочу сказать еще одно главное, что я согласен, что
да, действительно, пора перестать слушать различных яшули, которые ничего умного вам не скажут. Они действительно, мне самому 59 лет, и я говорю, да, это же не случайно, что это закат жизни, да. Вот в любом научно-исследовательском институте есть академик, который возглавляет молодых ученых. Он когда-то что-то сделал, да, но потом уже в силу возрастного человек не может создавать творческую потенциал. Это возраст. Но у пожилых людей есть, людей опытных, у них есть одно важное качество, которого нет у молодых. У них есть понимание того, что идею, которую высказал более молодой, она жизнеспособна, и это надо поддерживать. Чтобы вы понимали, да, вы знаете, был такой предприниматель, король сталелитейной промышленности США, это Эндрю Карнеги. У него на могиле была такая эпитафия, то есть надпись: здесь покоится человек, который мог объединить вокруг себя людей, значительно умнее себя. Вот за счет этого он, человек, который вообще не понимал ничего в производстве стали, он объединил вокруг себя людей, которые в этом деле все понимают, и стал королем сталелитейной промышленности. Но пришло время, и он ушел, как говорится, на покой. Всему свое время. И большинство этих так называемых правозащитников, оппозиционеров, они уже хотят покоя. Поэтому их деятельность такая неэффективная. Я полностью здесь согласен. И действительно нужно держаться, делать ставку на молодых, но ни на кого попало. Я хочу поправить, да, на умных, образованных. То есть человек, который не просто красиво говорит, он еще и думает, да, то есть он понимает. Потому что говорунов у нас вот так, хватает аж с полной макушкой. Специалистов мало, профессионалов. И мало кто из людей понимает, что, где, как и функционирует. И это можно понять по тем комментариям, которые некоторые люди пишут, некоторые малограмотные замечания, другие даже есть им матерные слова, то есть открыто. Ну, я хочу просто обратиться ко всем, кто смотрит эти ролики. Ну, думайте, поймите, что эти ролики смотрят не только жители Туркменистана. Везде есть люди, которые аналитики, анализируют, и они читают комментарии этих недалеких людей, и они делают ошибочные выводы. Ну, примерно такая публика в Туркменистане, примерно такой уровень у этих людей. Поэтому иногда порой стоит промолчать, нежели что-то сказать. Ну, вот так, да. Далее я хочу сказать, что из всех выступавших мне больше импонировал Равшан Клычев. Действительно, правильные вещи он говорит, и он, кстати говоря, без приукрас правильно сказал, что ДВТ придумал как Амурат Хадыров. И это Аблязов ему подсунул Мурада Курбанова. Вот это нужно прямо говорить. А ДВТ придумал это действительно как Амурат Хадыров. Вот и все. И я могу сказать одно, что это, конечно, все ошибаются, да, и, ну, кто мог знать, что мы же все виртуально знакомы, мы же не знали друг друга в настоящей, в личной жизни, там, в реальном общении. Все, как говорится, через Телеграм и все такое прочее, да, ну, как говорится, мне тоже кидали такой упрек, мол, вы же опытный, как вы его не определили.
Ну, сразу это трудно определить. Это через виртуальную связь, но начали накапливаться факты, где где он врал все, и это абсолютно не подтверждалось, короче, моими сведениями из Туркменистана, и я начал задумываться, что все оно, так ли оно, как он говорит. Понимаете? Ну и последний, как говорится, штрих был, это его протесты, как люди там выйдут в сентябре, где-то там 3000 человек, где-то там 10 тысяч человек, даже деньги уже пообещали им дать. Я это просто... Это только подтвердило о том, что он просто старался выдать желаемое за действительное. Никаких у него связей в спецслужбах, прокуратуре, МВД не было. Это все было неправда. Он просто хотел быть значительным. Вот и все. И я говорю, мне импонировал Равшан Клычев. Единственное замечание, Равшан, там вам нужно сделать нормальный микрофон, чтобы вас было слышно, потому что у Сапармурадова хорошо можно расслышать, можно было расслышать Ахмеда Рахманова, что говорит, ну четко, ну вот у вас немножко с микрофоном было. Ну, на этом все. Если утомил, прошу прощения. Давайте будем расти, давайте избавляться от этого совкадрочества. Если мы хотим действительно что-то сделать, надо сначала самим поменяться, избавиться от этого, как говорится, колхозного содержания, которое есть почти у многих, да, и стать действительно расти интеллектуально и умственно, и физически. Всем благ, всем добра, всего доброго.